Мы тогда были уверены в том, что очень скоро мир найдет адекватные действия для того, чтобы остановить эту несправедливость. Многие из нас сегодня в очень большом раздумье, какое будущее ждет Крым. Если говорить о сегодняшних ощущениях, то я не думаю, что мои ощущения, они отличаются от ощущений сотен и тысяч людей, которые были вынуждены покинуть Крым, или их вытеснили, выкинули из Крыма. Я не думаю, что наши ощущения за пределами Крыма отличаются от состояния сотен тысяч людей, которые находятся в условиях российской оккупации. Многие из нас сегодня в очень большом раздумье, какое будущее ждет Крым. Разумеется, 6 лет назад, когда русские войска обходили Крым и растекались по всему Крыму, к тому, что у нас было просто вот тогда, в те дни, часы, как бы восприятие что-то такого нереального, то, что невозможно. К тому же была уверенность в том, что это ненадолго, что в 21 столетии не могут так легко растаптываться уже привычные, устоявшиеся устои миропорядка. Мы тогда были уверены в том, что очень скоро мир найдет адекватные действия для того, чтобы остановить эту несправедливость. Неважно, Украина или Россия. Условий и состояний для того, чтобы утверждать, что крымское общество спало и видело, как вот быстрее Россия оккупирует Крым и присоединит к себе, такого в Крыму не было. Это все появилось потом, вместе с российской пропагандой. В Крыму всегда были очень широкие границы свободы для выражения мнения разными людьми. В 90-е годы и в начале 2000-х было много разных организаций, которые свободно могли выйти на площадь с российскими флагами, выражать свои убеждения, мысли. И поэтому в 2014 году, вот в феврале, когда такие группы себя проявляли, особого такого вот ощущения угрозы не было. Подавляющее большинство размышляло о условиях, как в Украине будет развиваться демократическое общество. И здесь можно просто хотя бы вспомнить 23 февраля, грандиозный митинг, годовщине это памяти Номана Челебиджихана. В 2014 году такой митинг был назначен и в
в Севастополе, и в Симферополе. И на этом митинге в Симферополе, где собралось более 15 тысяч людей, и не только крымстатар, хотя, конечно, большинство были крымстатары, люди говорили о том, что наконец-то в Украине есть все шансы для того, чтобы состояться таким европейским демократическим государством. Я люблю свой народ, но я горжусь украинским народом. Надеюсь жить не хуже, чем в Польше, не хуже, чем во Франции. Думаю, что мои внуки и дети теперь не будут думать уехать в другую страну. 23 февраля – это уже было время, когда было очевидно, что режим Януковича пал, и в Киеве приходят к власти демократические силы. 25 февраля у нас были длительные переговоры нескольких членов Меджлиса. Я был со своими заместителями в Верховной Раде Крыма. Мы пытались убедить Константинова и его ближайших соратников в том, что нет необходимости проводить поспешно заседание Верховной Рады Крыма, тем более с вопросами, которые в соответствии с действующим законодательством требуют согласования с Киевом. Но, в частности, предполагалось, что на сессии будет рассмотрен вопрос об отставке председателя Совета Министров Крыма и избрания нового председателя Совета Министров, а в соответствии с Конституцией Крыма, да, и Украины, это требует согласования с президентом Украины. Мы предложили Константинову выехать с делегацией депутатов Верховной Рады Крыма в Киев, согласовать все эти вопросы уже тогда исполнявшим обязанности президента Украины господином Турчиновым, и потом через несколько дней уже все это рассмотреть на сессии Верховной Рады Крыма. Но они очень торопились, и вот эта их поспешность и настаивание на том, что сессия будет или 26 февраля, или, как говорится, никогда, нас усилило в наших подозрениях, что именно на этой сессии могут быть приняты обращения к России. Безнаказанный захват Киевской городской государственной администрации и других административных зданий убедил майдановцев во вседозволенности. Еще раз хочу сказать, что мы тогда не думали, что Россия вторгнется своими войсками, но то, что ее призовут, и она в открытым каким-то способом она будет вмешиваться внутри украинские дела, в этом у нас не было сомнений. Наша задача была то, чтобы 26-го не состоялась сессия, на которой могут быть приняты решения, что могут ввергнуть Крым в такую пучину противостояния с Киевом. Те люди, которые вышли на митинг, они не дали его свершиться такого рода провокации, и люди вечером расходились с площади перед Верховной Радой, будучи абсолютно убежденными в том, что они защитили себя, Крым, Украину. Небольшая часть митингующих уходила с чувством горечи, что они проиграли. Это были так называемые пророссийские участники митинга. Ну а к утру уже стало то, что стало. Мы все крымчане, прежде всего. Давайте помнить об этом. Крым наш общий дом. Крыму мир! Крыму мир! Крыму мир! 27 февраля в 4:40 утра это был звонок руководителя крымского СБУ, и он мне сказал о том, что в помещение Верховной Рады Крыма и Совета Министров Крыма вошли вооруженные люди, пока неизвестные. Я его спросил, почему же он мне звонит, у него есть свои обязанности, он о них хорошо знает. Он сказал, что он мне звонит, потому что, по их данным, эти люди пронесли огромное количество с собой оружия в больших сумках.
Они предполагают, что это современное стрелковое оружие. И он мне это сообщает для того, чтобы я просто об этом знал, если будут какие-то массовые акции. Речь идет о конце марта 2014 года, когда уже состоялся и этот лже-референдум. В те недели в Крыму сохранялось очень большое напряжение, российское вторжение, вывод украинских войск, эвакуация открытая украинских войск из Крыма, массовый десант российских силовиков в разные слои крымского общества. Все это в Крыму создало угрозу, ощущение такой, знаете, очень большой угрозы, которая нависла над всеми его людьми, и в том числе над крымскими татарами. Мы сегодня уже знаем точно, тогда мы получали очень разные противоречивые информации, сведения о разных вариантах развития ситуации в Крыму, в том числе и о том, что есть варианты, когда готовятся очень широкомасштабные провокации с втягиванием крымских татар в прямое противостояние и организацией таких крымско-татарских погромов по всему Крыму. И все это делается для того, чтобы вытеснить крымских татар за пределы Крыма. Мы всегда знаем о том, что все несчастья в Крым и трагедии над нашим народом, они приходят с севера, с Москвы. Мы, крымские татары, как народ, в то время остались один на один с Россией, с российскими войсками, со всем разветвленным репрессивным аппаратом России, начиная от ФСБ и кончая многими иными тайными спецслужбами. И в этой части только мы могли каким-то образом защищать свой народ. Все другие или избегали этого, или не имели к этому, как наше собственное государство, возможностей. И поэтому в этой части мы принимали те решения, которые считали такими, которые сохраняют жизни наших людей. Не конкретного человека, а в целом нашего народа. Мы всегда знаем о том, что все несчастья в Крым и трагедии над нашим народом, они приходят с севера, с Москвы. Мы опирались на международное право. Мы в те дни и недели были в очень тесном взаимодействии с очень многими дипломатическими представительствами. Наши представители также были на различных международных площадках, и мы получали моральную поддержку от всемирного осуждения российских действий. И поэтому, конечно, мы были уверены в том, что это не будет длиться долго. Мы будем говорить по-русски, как и говорили. Мы требуем референдум, чтобы крымский народ законным способом определился о статусе Крыма. Сегодняшние события, через 6 лет, они свидетельствуют, что даже те люди, которые тогда, 6 лет назад, с искренней радостью, с триколором в руках выбегали на площади и приветствовали входящие в Крым российские войска, они сегодня в шоке и растерянности от тех очень негативных последствий 6-летней российской оккупации Крыма. И, конечно, если бы такое представление у людей, к чему может вообще приводить
оккупация была бы 6 лет назад, возможно, нам было бы легче. По большому счету, мы тогда, как крымские татары, это не должно никого обижать. Мы действительно были монолитны в неприятии оккупации. Поэтому, если бы можно было бы туда возвратиться, ну, не 6 лет назад, а немного больше, конечно, мы могли бы себя вести по-другому, чтобы у людей было большее понимание того, что землю, на которой ты живешь, даже если это не твоя родина, ты должен беречь. Так не бывает, что на землю приходит несчастье, пожар к твоему соседу, а ты будешь благоденствовать. И вот та трагедия, которая пришла на землю Крыма, она сегодня не обошла никого, даже тех, кто сегодня прислуживает российской власти. Крым, Украина! Крым, Украина! Не назначайте сессию! Давайте один за одним решать вопросы! Это не контролируется.